На улице минус 16, немножко потеплело. Сегодня 9 февраля. 9 февраля, да. Я уже завтракаю, ем сало. Лана отпустил, пускай побегает. Вон. Брать, конечно, его не стану с собой. Не может он ходить в такой снег. Пусть тут побегает. Потом на цепь посажу. Пока поброжу там. Приду и снова отпущу. Печка дымит. Красота. Погода, конечно, сегодня шепчет. Штиль, полный штиль. Не так холодно. Снега сколько. Капец. Да. Там в телеграмме или где? В телеграмме мы общались, говорили насчет пилорамы. И там я написал, что здесь вот эти доски, 25-ка типа, 30, все это пилены мной. Это хусфарные я спилил вот эти все, вот эти доски. Вот, это уже привозные. Это все на лодке возил стройматериалы. Там крыша, все это стройматериалы, вот это. А все остальное, что строил, это уже вот эти доски уже сам хусварной пилил. Раньше Уралом бензопилой Урал пилил. Бензопила Урал, конечно, тема хорошая. Это вещь. Знаете, вот диаметров 30 сантиметров, 40, без проблем пилит. Чуть-чуть обедняешь карбюратор, чуть-чуть обедняешь, не переборщаешь, а вот чувствуется, что вот это надо почувствовать. Богатая она как-то безопаснее, меньше клинит двигатель, но и если в меру обеднить смесь, блин. Пила мощная, удобно стоять, удобно держать пилу. То все класс. Доска. Тоже вот это все мои запилы вот. Этот горбыль тоже. Много чего там. В принципе, можно самому доски пилить. Бывает и за 100 километров в избушке. И как-то один человек, мне один охотник сказал, говорит, легче бензин перевезти в лес и там стройматериалы спилить, чем, скажем, из дома там 100 километров возить. И понятно, если возить по хорошей реке, по хорошим дорогам, реки, сами понимаете, я вам показываю, что такое таежная речка. И лучше вот там лежит валежников просто море. Просто бери не хочу, их просто куча. Вот если вот туда пойдем, не надо далеко уйти, там 30 метров пройду, и там начинается валежник за валежником. Кругом вот эти елки просто ломаются. И вот вчера я тоже ехал, вот первый раз ехал, нормально было. Вот вчера я ехал, уже береза такая вот огромная свалилась. И вот считай, вот если даже из березы, если у вас доски под рубероидом или под шифером, можно и из березы там стройматериалы спилить без проблем. Сегодня без денега не буду брать, я по сосновому лесу буду ходить. Завтра по ельнику пойду, и завтра, наверное, возьму его. Там по ельнику есть возможность, думаю, он сможет. А так, мышку туда бросил, он это почувствовал, что ли. Что-то упорно хочет туда зайти. Сейчас зайдет.
А я не спешу, ребят. Я успею за световой день сходить. Там только проверить. Прошелся и обратно по своему следу. Чтобы охотиться и еще куда-то ходить. Ну, невозможно. А, там таз у меня. Таз. Там таз опрокинут. И этот, с приводой. Вспомнил, и я тоже вспомнил. Тулан, варюга. Ты варюга. Там ничего хорошего нету, там мусор. Это я так просто оттуда поставил, чтобы уже весной убрать оттуда. Вот, немножко уже подморозило, уже ходить более-менее стало. Ой, сколько там, пару раз вставал, подкидывал дрова. А утром такой сон вкусный у меня был, блин. Я думал, так не хочется вставать. Или какая-то болезнь у собак, я не понимаю. Вот постоянно какие-то раны. Раньше, знаете, вот я летом показывал, из светофора брал сухой корм. И, ребят, не берите оттуда из светофора сухой корм. Для кошки много раз, уже много пачек кормил и кормим без проблем. А у собаки между пальцев там, в общем, раны появляются. Я подозреваю то, что это от этого сухого корма. Тула! Эльмунсче! Лок! Непослушный. За дровами ходил, надо проверить все. Там много зайцев, между прочим, бегало. Очень много. Ну, примерно так, ребят. Проверил. Медведя нету. Так. Ладно, сейчас завтракаю. На завтрак у меня сало, вот такие шматки. Сало ем с хлебом. Пельмени вчера закончились. Избушка кайфово, тепло. Все здорово. Сейчас соберусь и сходим. Вон оттуда иду. На реке наледи нету, хорошо. По другому берегу я еще шел, короче, я услышал как будто звук крыла. Но не понял, что это может быть. Потом еще пару шагов сделал, остановился и вдруг услышал кут-кут. Я по тому берегу шел. А здесь вот где-то в этом пятачке штук 15-20 косачей сидело. Я, короче, без очков шел. Нафига мне очки нужны, только потеют. Невозможно. И потом, дай думаю, очки одену. Начал только в кармане искать очки. И они разом, махом. И когда они начали лететь, я их увидел. А когда сидели вот где-то вот тут, я их не видел. В сторону избы полетели. Помните, прошлый поход, когда я вам показывал в последней серии, те же самые косачи это и есть. Тогда в эту сторону летели, сейчас наоборот, в другую. Ну, здесь кормовая база для них, как бы на реке берез просто миллионы штук. Где-то найдут дерево и начнут там клевать. Вот. Идти просто очень тяжело. Еле-еле поднялся вот здесь. Но спуск, конечно, тут самый пологий. Даже можно вот эти кусты все срубить, протоптать капитально, лопатой подровнять и переход для бурана сделать. У меня раньше, вот где поворот лыжня, там я поднимался, вообще крутой берег. Показалось еще. Да нет, нету никого больше. Но ружье взял с собой сегодня. Ладно, сейчас я иду в тайгу, там легче будет.
Здесь на пустыре вообще не держит ни хрена. Капец, и заморозки, и все остальное. Ничего не помогает. Вот этот момент мне очень сильно нравится. Даже осенью, когда я охочусь, видите, цветы солнечных лучей попадают на эти березы. Ой, и на сосны. Березы тоже есть, на сосны. И они такие рыжие стоят, а здесь вот еще ничего не попадает. Вот. Видите? А там вот красота по-своему красиво. Ну здесь более-менее, вот здесь уже с деревьев немножко снег выпал и идти. Но сегодня все равно трудный путь будет, так как по сосновому лесу. Там жидкий сосновый лес будет ходить. Второй капкан, ребят. Тишина. Снега, конечно, машина валила. Если так не чистить, то переворачивает капкан квадрат. И ящик переворачивает, и капкан срабатывает в холостую. Какая тишина, ребят. Ноль эмоций. Хотя тут след был один. Там с другой стороны ходил. Очень нехорошо тут настрелял я рябчиков. Такой сосновый лес. Издалека рябчики видны. По несколько штук вам показывал. За охоту удавалось забывать. Где не ожидаешь, там они могут быть. Сейчас вообще пусто. Никаких следов нету. Вон капкан. Это получается третий висит. Есть один. Но след был. Попал. Хорошо сидит. Отлично, пушистик. Ну вот он, пушистик. Тоже светленький, хороший. Не такой крупный. Не такой крупный, но шерсть посветлее, чем вот я на первой избе сейчас добывал. Там потемнее была шкурка, а этот посветлее. И осенью тут тоже добывал, когда без снега, еще я вам в фильме показывал, из мелкашки добывал, с ружья в общем. Там тоже светлый был. И комментарии, только чего-то мне не написали, что это не выходной, что-то там еще. В ноябре дело было. Какой не выходной? Это вид такой. Кто-то потемнее, кто-то посветлее. И сейчас уже начали клоны такие делать. Наверное, 7 или 8 видов расцветки уже бегают. Соболя, куницы, наверное, также будут. В принципе, разные цветов, мастей. И это тоже посветлее. Это посветлее. Вот, как сказать. И знаете, вот хвост какой-то вообще короткий. Не заметили? Хвост, смотрите, с задней лапой, если сравнить. Хвост совсем короткий. Но он тоже конец нормальный. Но как будто он, я не знаю, какой-то гибрид. Грудь белая. Это говорит о том, что куница это настоящая куница. Но хвост интересный какой-то. Что-то хвост вообще маленький. Не такой большой. С добычей. Уже не зря, ребят, постарался. Уже не зря охочусь.
Первая проверка, и удача улыбнулась. Это как бы надо ценить свой труд, свою работу, и вот когда ты стараешься кого-то добывать, чтобы всегда так везло. Ну, дальше идем, проверяем. Это я здесь оставлю, на обратном пути уже заберу. Все классно. На третий капкан первая окуница попалась. Вот так тут оставил. Лиса не сможет забрать. Сейчас черных воронов вроде как нету. Но я пока не слышал, чтобы они летали. А дальше уже пойду, ребят, вот по такому сосновому лесу. Недалеко очередной капкан. Здесь вот такая полоса, здесь как бы сухо, а там уже сыро. И вот капкан вот там стоял, и он сработал, хорошо сработал. Вот так. Тихонько, помаленьку будем идти. Быстро не сможешь. Не держи. Не спеша иду. Расцветает хорошо. Вот следы куницы. Он туда ушел. Туда идет. Там капкан был пустой. Ну и здесь где-то метров 50, наверное, еще осталось. Между двух капканов проскочил. Вот так. Всех не поймаешь. Ну никак. Так что не надо писать, что всех мы ловим. Ага, сейчас. Разбежались. Без очков. Издалека. Плохо вижу. Скажем, очки тоже нужны. Бывает, и кто-то пробегает там, чтобы видеть. Или взлетает, или садится. Это все надо видеть в лесу. Не только слушать, но и видеть. Вот так иду и размышляю вот так. Идти очень тяжело. Такая борозда остается. Вообще трудный путь. Завтра полегче будет. Завтра по ельнику пойду. Там все так и думаю, легче будет. И вот так иду и размышляю. Почему? Вот почему нету птицы? Вот где она сейчас? Уже несколько лет у нас не зимуют. Можно сказать, не зимуют. Они просто мигрируют, куда-то уходят. Очень как-то вот, знаете, вот осенью еще мне мужики рассказывали, говорят, на дорогах очень много птиц видели там. Понятное дело, добывали тоже. Но видели их в стаях. Если глухари, скажем, вот по 15, по 20 штук, да хоть 10 штук глухарей вы видите в одной стае, это говорит о том, что птица уже начала уходить. Почему? Что им не нравится? Кормовая база, вон сосны сколько. Вот. Очень хорошая кормовая база. Но глухари уходят. Рябчика вообще не осталось до весны. Есть они немножко, на тихо ведут себя, да и лунок что-то я не вижу. Почему? Что им не нравится? Северная птица. Раньше всю зиму их видели, пускай и не удавалось добывать, но они были, взлетали, улетали там. Всегда ты видишь их где-то вот на деревьях, сядут там. Интересно было ходить, когда ты из лунги там поднимаешь кого-то. А сейчас всего этого нету. Я вот ружья таскаю, вон он в чехле. Ни в кого стрелять. Ну и все равно надеешься. Вдруг глухарь. Почему бы и не добыть? Глухаря я бы с удовольствием добыл. Косача бы с удовольствием добыл. Рябчиков не трогаю. Зайца бы с удовольствием добыл. Кополуху сейчас весной не трогаю. К весне делал, да и зимой, и все. Осенью я беспощаден. Мне без разницы, кополуха или тетерка, там без разницы. Дана лицензия, дана разрешение на добычу. Я добываю, сколько мне удастся добыть. А вот снег выпадет, я уже выборочно стреляю, добываю. Если есть кого добывать.
Вот, но еще мысли-то у меня еще остались насчет... вот сейчас тоже не вижу я следов лосиных. Понятное дело, лось, кабан. Они как бы уходят из-за того, что снега много. У кабана короткие лапы, и если они останутся здесь, их просто вырежут волки. Росомаха тоже может быть, я не знаю, но волки точно кабанов вырежут всех. И они, кабаны, уходят, мигрируют в южные стороны, где меньше снега. Там они живут, перезимуют, а весной уже сюда подтянутся. Немножко хоть на их можно увидеть, встретить. Но я еще не видел. Лось то же самое, он тоже как бы, понятное дело, не все стопроцентно, но думаю, как ни крути, 50-70% тоже с углублением снега они начинают тоже менять место, уходить. Ну и в то же время они живут на малых площадях. Можешь ты и не попасть к этим следам и думаешь, что их нету, но они могут быть где-то. Где-то перезимуют, вот выберут километр на километр такой хороший участок, где много корма, и они там и поели, ложатся, поели, ложатся, и все, они так живут, у них такая образ жизни. Но то же самое, они не дураки, не глупые. Они стараются тоже идти в те места, где меньше снега. И если вот, скажем, вот по глубокому снегу, по груди им снег будет, они не могут далеко бежать. Они также легкая добыча волкам. И вот раньше как-то вот когда меньше снега, следов ты больше видишь, а с углублением больше снега становится. Когда меньше снега, следов больше, когда много снега, следов меньше там. Вот. А что еще делать? Только болтать, ребят, никого нету там. Иду дальше, я проверяю капканы. Одна куница вот попалась, пока тишина. 2 сработки было, и в 2 местах, можно сказать, привода нету. Как будто кто-то дернул приводу. Может, лиса как-то достала. Не знаю, следов лисы тоже нет. Вот, ладно, иду дальше, вон туда. Обратно здесь тоже буду идти по своей лыжне. Вот. Я надеялся, ружье взял, вот техле у меня. Надеялся, что где-то я увижу все-таки. Ну вот смотрите, какой сосновый лес хороший. Здесь должен быть глухарь, но нету их. Нету, просто нету. И еще раз говорю, никогда не сравнивайте меня с другими или других по мне там. Не надо сравнивать. Тайга вроде одинакова, но вот что-то зверю, птице не нравится. Где-то их много, где-то их вообще нету. Вот я показываю, что здесь у нас пока ничего нету. Есть каналы, где постоянно кого-то добывают. И это хорошо, если есть кого добывать. Также и с рыбалкой. Где-то рыба хорошо клюет, ловят. А где-то вообще не клюет. Ничего не поделаешь. И ради рыбалки, ради охоты место жительства менять тоже мне это интереса нету. Скажем, там переехать куда-то в другой город, в другую республику, где там ловят. Нет, мне этого хватит. Куницу попалась. Для интереса ловлю и все. Интересно. И небольшой заработок. Чем дома сидеть, лучше хоть раз в 2 недели проверять. Но вот у меня пока не вышло так. Уже месяц прошел. Вот. И вот за этот месяц все изменилось. Снега вот как. Вот здесь лыжня была, а лыжни нету. Вот так вот. По-новому приходится пробивать.
Раньше здесь на буране даже ездил. Вот эти коробки все на буране я возил. Вот. И снег как-то... Если смог ездить, значит снег не такой плохой был, как в этом году. Вот здесь, если на буране, это просто он тяжело будет идти, короткий. Здесь по прямой-то еще более-менее. А тут вот, скажем, если в сторону куда-то ехать, уже тяжело будет. У нас здесь основы леса ровнее, хороший. Пыхался, честно. На кварталке стою. Проще как вот. О, и здесь он проходит. Вон туда. Чищенные, хорошие просеки. Квартальный столб под снегом. Вот такая борозда, ребят. Капец, конечно. До упора воткнул палку. Давайте посчитаю, сколько примерно сантиметров снега. Ну, столб вот 1,20 м, скажем, вот до сюда. Где-то метр, наверное, или 90 сантиметров. Примерно вот такая глубина. Сейчас гляну. Семьдесят 5 сантиметров. Я думал, метр. 75 сантиметров. Бывало, знаете, после армии, воспоминания. На север ходили мы далеко. Ну, Ухтинскую границу уже переходили там. Там такие горы, интересные места, запоминающиеся. Тоже вырубки кругом. Там квартальный столб мы не находили. Мы искали примерно вот здесь должен быть столб. Не было навигатора, ничего. По карте там смотрим, примерно идем, примерно сколько километров прошли. Доходим до места и думаю, где-то здесь квартальный столб должен быть. Ищем там. Еще выше на 30 сантиметров от квартального столба. Но лошади ходили, и они как будто лодку тащили. Они не так просто вот шагали, и ноги доставали у них. Нет, они телом шли, уже такая борозда проходила последних. Вот. Медведь, конечно, трех лосей тогда в этот снег убил. Медведь вот столько, 20 сантиметров, наверное, проваливался. Идет, а лоси по шее там. И догонял, он убивал. Мы только видели следы, где он гнался за этими, за лосями. Пипец, страшное дело, конечно. Это там, это увидеть это страшно. Это зверь, когда вот за животным бежит там, блин, они тоже, наверное, убегают, они не могут там, спасаются, и вот смерть за ними и бежит там. Уже знаю, что они беспомощны, они копытом не могут тебе, зверь ударить там, затоптать там, ничего не, они бессильные. Они все копыта у них в снегу, и по грудь там у них, он стоит просто беспомощный, голова только вот так торчит и все. Как будто все ноги у него привязаны. Он просто просто на медведя рвал и все, убивал. А почему я знаю, что трех, это, как сказать, лосей убил, это мне мужики рассказывали. Один, он, я уже, к сожалению, нету, покойный, он тоже видел, вот, ну, что за следы там, он просто наткнулся, там, короче, медведь уже жрал этого лося, и этот,
как сказать, он, говорит, меня увидел, медведь, на задние лапы, говорит, стал до такого роста большой. Он шатун уже, он рано вышел, блядь. Это февраль месяц был, и от чего-то он вышел. Мы на охоту еще ходили туда. Незнакомое место, капец. Охота открыта. Он испугался, он не выстрелил медведя, ничего. И потом лесничие там рассказывали, еще вот попадали на туши. Вот эти-то. Это один и тот же медведь там шерстил. И считай, вот такое же время, и уже медведь выходит. От чего, почему, спрашивается. Не знаю. Понятно, позднее уже начало весны, когда уже ручьи. Вот. А так рано. Шатун это был. Но картина, конечно, капец. Я тоже, фотоаппарата ничего не было, никаких видеокамер, никаких телефонов. Просто вот бумажка, карта и все на руках. Больше ничего цивилизации не было тогда, после армии. Это 90-е годы. Вот. Это сейчас все видишь там, знаешь, где находишься, где кварталка, где ручей, навигаторе, все по спутниковому, все видишь. Капец. Вот до чего уже цивилизация перешагнула, там более как-то классно стало охотиться, конечно. Оружие с оптическими прицелами. А птиц нету, не у кого стрелять. А тогда гладким ходили. Дун-дун-дун-дун. Удавалось добывать все. Сейчас. Хоть еще круче оружие, если некого добывать. Ладно. Вот так отдыхаю, ребят. Я уже начинаю немножко уставать. Вон какая борозда. И дальше уже вот такой подъем. Дын-дын-дын, туда идет. Потом сосновый лес там. Там тоже не очень хороший участок, болотистый, вот такие места. Раньше в этой стороне капканы ставил тоже. В этой стороне. Потом оттуда убрал, почему-то мне не понравилось и не ловилось. А здесь по пути хорошо. Туда-сюда пройду. Там тоже вырубки. Там тоже вырубки. И сосновый лес. Вот хочется, конечно, больше, чтобы ельника было, но там кругом сосны, болота. В таких местах, конечно, тоже он водится, но когда как. Это какой сезон. Не каждый год одинаковый и не всегда их много. Вот. Ладно, идем дальше. То подожди. Тут, это белка. Беличьи следы. Я думал, да, это белка пробежала. Сойка попалась. Это варюга тот еще. Ну и иногда бывает попадают в капканы. Вот. Красные такие вот перья. Тихо летает, очень тихая птица, но громкая. Всегда, если вот осенью идешь, там она начинает там кричать по-своему как-то. Дерзко. Дерзко кричит. Ну и тоже вред приносит на охоте. Капканы там попадает. Или же приваду клюет. В общем, не очень хорошая, приятная птица. Вот еще, наверное, 3 капкана осталось. Пока так.